Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 1 января 2021 года в России начнут действовать новые правила охоты. В новую редакцию вошел список муниципальных образований, где полностью теперь запрещен петельный лов животных. А главам регионов дается право введения различных ограничений по охоте, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии. О том, какие новые правила вводятся в Якутии и как они изменят правила охоты, об этом нам расскажет заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Николай Дадохов. Николай Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, какие все-таки основные изменения вводятся в правила охоты, чего ждать? Ну вот, охотничья общественность знает, что 31 августа 2020 года зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации новые правила охоты, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 24 июля 2020 года. Новые правила охоты вступают в силу с 1 января 2021 года. Новые правила, разработаны на основе действующих правил охоты. При этом внесены существенные изменения. Например, введены совершенно новые требования, такие как обязательное ношение сигнальной одежды при осуществлении коллективной охоты, требования по охоте с использованием метательных орудий, усилены требования по соблюдению техники безопасности при обращении с охотничьим оружием, усилены требования по запрету применения запрещенных методов и способов охоты и учтены традиционные особенности охоты. Также вводятся изменения по калибрам охотничьего оружия на определенные виды охотничьих ресурсов. Ну вот если обобщить все эти изменения и новшества, то какова главная цель вводимых изменений? Да, основная цель вводимых изменений правил охоты – это установление типовых требований правил охоты, на основе которых субъекты Российской Федерации устанавливают свои требования в видах и параметрах разрешенной охоты в соответствии с природно-климатическими условиями региона, сезонных миграций различных видов охотничьих ресурсов и водоплавающей дичи. Известно, что весенняя охота на водоплавающую дичь у нас всегда начинается позднее, чем в других регионах Российской Федерации. У нас еще есть миграции диких копытных животных, в основном дикого северного оленя, которые тоже происходят в весенний и осенний периоды. Поэтому в связи с учетом этих требований устанавливаются и правила охоты. Ну вот до принятия этих изменений поправки довольно бурно обсуждались. Что все-таки конкретно вызвало их появление и к какому консенсусу все-таки все пришли? Конечно, действующие правила охоты были не очень корректны по отношению к некоторым регионам. Поэтому со всех регионов были собраны предложения в Министерстве природных ресурсов и скорректированы эти правила охоты. Поэтому есть существенные изменения. Мы по срокам охоты много предложений давали и по параметрам и видам охоты тоже. Но вот если говорить об обратной связи, то как охотничье сообщество восприняло новые изменения в правилах охоты? Одобрили или как-то вот не очень? Мы тоже прислушивались к общественности. Каждый район, УЛУС, были направлены письма, чтобы они предоставили свои предложения по всяким срокам, параметрам, видам охоты. Мы это тоже будем учитывать. Учтены еще традиционные у нас охота петлями на зайца, на боровую, на волка. Всегда практиковалась, и эти изменения тоже внесены.
сейчас дана возможность главе региона учитывать все свои региональные факторы, и на основе этих будут установлены виды и параметры охоты. Ну а как будут эти новые правила применяться? И если говорить об ответственности за нарушение, изменилось ли что-то? Стало ли наказание жестче или наоборот появились какие-то послабления? Ну, в основном работаем по КАФ. За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность по частям 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи КАФ, по которым назначаются административное наказание в виде штрафа от 500 до 4000 рублей и лишение права охоты от 1 до 2 лет. Также за особо грубые нарушения предусмотрена уголовная ответственность по статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот такие и штрафы в последние годы увеличились, поэтому, но грамотность среди охотников повышается, поэтому таких больших уже нарушений у нас не наблюдается. Ну вот в соответствии с новыми правилами наверняка будут разрабатываться новые виды разрешенной охоты и параметры охоты. Когда они появятся, когда их ожидать? Да, правильно. Мы уже приступили к этим работам. Новые виды и параметры охоты будут установлены главой республики. Ну и в завершении нашей беседы скажите, где охотники смогут ознакомиться с новыми правилами охоты, где они будут опубликованы? Хороший вопрос, конечно. Все охотники заинтересованы в этом деле, потому что новые правила охоты внесут очень большие изменения. Они могут ознакомиться у нас на сайте Министерства экологии, природопользования, лесного хозяйства и непосредственно департамент охотничьего хозяйства, который, вы все знаете, Курашова 30/1. Николай Васильевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью» на том, какие новшества вводятся в Якутии и как они изменят правила охоты. Об этом нам рассказал заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Николай Дадохов. До встречи в эфире.